Это программа «Акцент». Здравствуйте. В год театра Театр оперы и балета порадовал нас тремя интересными премьерами. «Корсар», директор театра, «Трубадур». Сегодня о том, каким же был 48-й сезон, мы общаемся с пиар-директором театра Дмитрием Оконечниковым. Здравствуйте. Добрый день. Итак, Марина Силина, заместитель министра культуры, отметила на закрытии сезона вашего, что считает сезон театра оперы и балета просто суперпродуктивным, грандиозно успешным. Вот вы лично как считаете, каким он был? Он был очень интересным и грандиозным не только в отношении театра, но и наших зрителей, конечно, так как мы работаем для зрителей. И они тоже очень... На сегодняшний день наши зрители, они очень ходят в наш театр. Их стало увеличиваться больше и больше. И наших же спектаклей и на оперные, и на балетные еще больше увеличивается. Посещаемость, да? Да, посещаемость увеличивается. Ну, были, получается, 3 громкие премьеры, правильно я понимаю? Это балет «Корсар». «Корсар», угу. Это опера «Директор театра», такое символическое такое название, и это был «Трубадур». Что нас ждет в новом сезоне? В новом сезоне, 49-м сезоне, у нас будет 15-16 декабря 2019 года, до конца года. Он будет молодого композитора Николая Михеева, основанный на северных легендах Юке и Аннике. А по-русски как это переводится? Это персонажи. Это имена собственные, да. Просто я не владею. Сюжет произведения какой? Это детское, получается? Да, это детский спектакль, и он, можно сказать, как Ромео и Джульетта, на северный манер. Ага. Этот сезон был очень продуктивный. Я знаю, что с огромным успехом прошел «Трубадур». Кто был режиссером «Трубадура», как проходили репетиции? Расскажите, пожалуйста. «Трубадур», он у нас был очень интересным спектаклем, так как за постановку взялся наш, не побоюсь этого слова, гениальный драматический режиссер Сергей Потапов. И это его был дебют на оперной сцене. Он впервые поставил оперу. И сейчас вот шутим, что он возьмется и за балет. Вот в следующем сезоне тоже пока. То есть есть шанс, что мы можем увидеть просто какой-нибудь артхаусный балет от Потапова? Почему бы и нет? «Лебединое озеро», там будем как-то так, это в шутку, конечно, но есть такая возможность, конечно, если все это возьмемся, если нормально будет. Переговоры с Потаповым долго длились или как-то так спонтанно получилось? Как так вышло, что вы его пригласили? Все-таки он драматический действительно режиссер. «Трубадур» сам по себе, он был посвящен юбилею нашей заслуженной артистки России, народной артистки республики Айталины Адамовой, Афанасьевой. Поэтому вот «Трубадур», она сказала, режиссером будет Сергей Потапов. То есть это было ее предложение? Да, это было ее предложение, ее инициатива непосредственно. Как интересно. Да, и вот театр согласился. Сначала, конечно, были сомнения, что справится вроде бы драматический режиссер. И наши коллеги из Москвы, из других регионов тоже говорили, что никогда такого опыта не было, чтобы драматический театр он ставил. В общем, сомневались, да, получается? Да, были, конечно, сомнения, а потом у нас в ходе работы оно уже было развеяно. И вот сейчас имеем в нашем репертуаре один из гениальных постановок. На какой-то фестиваль, например, на «Золотую маску» вы будете подавать? Да, он уже выдвинут на «Золотую маску», и сейчас ждем результатов. Получается, на будущий фестиваль «Золотая маска». Да, на будущий фестиваль. Я знаю, что постановка была очень необычная. Она просто кардинально отличается от классической оперы. Давайте немножко о стилистике поговорим, о том, кто был художником по костюмам, потому что, конечно, это просто феерически, когда солисты выходят с париками лысыми, так? За художественную постановочную часть у нас отвечал главный режиссер Михаил Егоров. Он тоже, кстати, это был его тоже дебют на оперной сцене, так как он тоже драматический художник. Драматических театров. Да, много в Саха-театре, я знаю, он работает. Художником по свету тоже был приглашенный Денис Солнцев, он обладатель «Золотой маски» из Санкт-Петербургского театра. И художником-постановщиком у нас была наш главный художник Светлана Иванова. И они взялись, чтобы у нас был такой нуарный спектакль, чтобы он был такой свежий, необыкновенный и артхаусный, да, именно в постановке, именно в декорациях, в костюмах. Солировали кто? Кто солировал? В роли Азучены, в партии Азучены у нас была, как я уже говорил, Айталина Адамова-Афанасьева. Также были приглашенные, у нас был солист из Аргентины Карлос Ди Онофрио.
А почему пригласили солиста? Нет своего? Ну, это вот практика, то, что вот все равно вот солистов иногда Приглашают. приглашаем. Да, приглашенные партии у нас все равно есть. И в «Князе Игоре» у нас также было, и в «Севильском цирюльнике» из больших вот таких постановок. Вот он, То есть такой подарок зрителю, получается, сделали, да? Да, потому что вот пригласив? зрители, они очень были впечатлены Карлосом Дианофрио, ему он очень понравился, и думаем, что в следующем году, вот в следующем сезоне тоже Снова его пригласить? Да, Карлос Дианофрио. Также у нас были Егор Колодезников, Александр Емельянов, вот наш, из наших вот солистов. Зрители как принимали на премьере? Зрители, конечно, были воодушевлены. Все как один голос говорят, что это неоднозначный спектакль для нашего театра, так как у нас в основном только классика. А сейчас это тоже как бы классический спектакль, да, на самом-то деле. Но оно В другой интерпретации, да, получается. в интерпретации вот Сергея Потапова, его почерк все равно имеется. Я думаю, что молодежь что точно привлечет такая постановка. Я знаю, что в этот период шел фестиваль, да, посвященный также вот юбилейным мероприятиям Айталины Адамовой. Да, у нас вот был тоже, это тоже наш первый опыт к такому грандиозному фестивалю. Это был первый международный фестиваль имени Айталины Афанасьевой Адамовой. Приехало очень много участников из Южной Кореи, из Японии, из регионов России, из Казахстана, из Монголии. Это фестиваль солистов или это музыкантов? Да, солистов, молодых солистов оперы. Планируется ли проведение подобных фестивалей в дальнейшем, может быть, посвященных, опять же, может быть, ей или каким-то другим артистам, выдающимся вашего театра? Да, конечно, в планах у нас есть, у нас концепция есть развития театра, и в этом тоже. Но в этом году, в этом сезоне у нас будет наш 10-й фестиваль «Стерх», который тоже полюбился и не только нашим зрителям, но и многим экспертам, профессионалам из других регионов, из других театров. В этом году мы тоже планируем очень грандиозный фестиваль, так как он юбилейный. Он в прошлом году был под эгидой Юрия Григоровича, а сейчас вот у нас юбилейный, то есть мы и также пригласили очень много участников и из Южной Кореи, также из Японии, из Китая, А в какие из числа Мариинского театра и из Большого В театра. какие числа будет проходить фестиваль? Он будет проходить с 30 по 3 ноября. В этом году я знаю, что к вам приезжала очень интересная делегация из Армении. В честь каких событий это происходило и какие-то были, может быть, интересные мероприятия в этот период? Да, в мае месяце у нас было очень грандиозное мероприятие к юбилею нашего композитора армянского происхождения Гранта Григоряна. И как я вот выше говорил, что премьера тоже была посвящена балетного спектакля «Камень счастья». В юбилейных мероприятиях приехали очень много наших армянских друзей и коллег из армянского театра. То есть был директор, артисты были, солисты. Про балет «Корсар». Это была одна из, по-моему, первых премьер сезона, верно? Да, мы открыли балетной премьерой «Корсара» наш 48-й сезон. Угу. Кто солирует в этом балете, на кого можно там посмотреть, кем можно полюбоваться? У нас вообще солисты балета, они одни из, не побоюсь этого слова сказать, что они одни из звезд русского балета, вот современного русского балета. Это будет очень так громко сказано, конечно, но это не только мое мнение, да, но и мнение других профессионалов, которые тоже говорят и пишут в других изданиях, журналах федерального значения. Кто? Да, Кто то эти есть люди? у нас солистов, у нас Сарыл Афанасьев, наша большая звезда, наши большие звезды — это Венера Федотова, Тимофей Федотов, Павел Необутов, который в этом году стал заслуженным артистом, что очень заслуженно, конечно, заслуженным артистом республики. Есть какие-то новые имена, которые появились, может быть, в балетной труппе, может быть, среди солистов в этом году в театре? Среди солистов оперы в этом году у нас стали солистами Мария Шапошникова, Екатерина Захарова, Егор Громов и Александр Степанов. Они тоже вот неоднократные участники международных фестивалей и наших региональных. Немного о гастролях. Что-то, может быть, предстоит интересное и что уже было? Да, в сентябре месяце под патронажем Министерства культуры у нас будет гастроли в Кызыл. Выезжаем в музыкальный театр Тувы и там представляем наши две большие, самые лучшие балетные спектакли. Это «Жизель» и «Страна фантазия», это детский спектакль. И закроем гала-концертом. Гала-концерт солистов оперы и балета.
О гастролях, которые проходили в 48-м сезоне. Какими они были? Может быть, какие-то города вы интересные посещали или какие-то фестивали? В предыдущем сезоне у нас был выезд в город Москва в рамках фестиваля «Видеть музыку». Мы выезжали с балетом Тюрумчуку, который тоже очень собрал много и наших земляков, да, которые живут в Москве, и москвичей, и были очень много критиков, экспертов, Высоко оценили. да, и профессионалов вот, балетного искусства. И они были очень и наш балет был очень высоко оценен среди критиков и экспертов. Я знаю, что в Якутию приезжал к нам в Якутск сюда представитель европейской какой-то школы. Насколько я помню, это было осенью. Кто это был и с какой целью он сюда приехал? Я знаю, что потом какие-то даже публикации выходили, очень хорошие отзывы были о князе Игоре, опять же, о том же, об опере. К нам приезжал президент Ассоциации оперных театров Николас Пейн, он из Лондона, и он у нас вот приезжал, чтобы посмотреть наш театр, и он посмотрел наши постановки «Нюргун Батур» и «Князь Игорь». И потом какие-то были интересные публикации, да? Да, потом были публикации в европейских журналах, так, в том числе в одном, в самом, наверное, среди экспертов оценивается журнал «Опера» называется. Это международный журнал, и мы там были. Я знаю, что закрывались вы гала-концертом традиционно, а до этого была премьера «Директор театра» оперы молодого совсем режиссера. Давайте немножко об этом поговорим. Что это за режиссер? Постоянно ли теперь этот специалист будет у вас работать? И что это была за премьера? Некоторые путают, некоторые говорят, что это как цикл необычных спектаклей. Пример — это после «Трубадура» сразу у нас был директор театра в постановке выпускницы ГИТИСа Светланы Шадриной. В главной роли были все наши главные солисты: Альбина Кычкина, Мария Шапошникова, Екатерина Захарова, Егор Колодезников, в партии директора театра Григорий Петров и многие другие. И он тоже произвел фурор, сам спектакль. И в следующих сезоне мы тоже будем ставить, конечно. Режиссер с вами остается теперь? Это будет постоянный режиссер театра? Или это тоже проектная деятельность, приглашенный на один раз? Да, но это зависит непосредственно от выпускницы, но у нас, вот, конечно, желание есть, чтобы она вот вернулась в Якутск и была нашим постоянным режиссером. Вы сами лично, какой спектакль для вас в минувшем сезоне театра оперы и балета был самым любимым? Но самым любимым, конечно, для меня всегда остается «Князь Игорь» в постановке Андрея Савича Борисова. Я его смотрел даже, когда не работал в театре, на премьеру я сходил. И я был под впечатлением, что вот наш национальный колорит можно соединить, вот синтез такой сделать с классической оперой. Спасибо большое, Дмитрий. Это была программа «Акцент». До свидания.